Ой! Ну снимай! Я же журналист! Все, не надо! У меня же... Блин, что вы делаете? Иди. Отдайте экран! Отдайте экран! Иди быстрее, вон экран лежит, вон, кинули. Иди экран, блядь, ёпту мать, экран. Слушайте, я вас... Снимай. Уже все. Снял? Снимал уже. Молодец. Сдашь мне просто? Ну, скажу, что одно. Хочу сказать анекдот. 20 числа проснулся Лукашенко и приходит к нему Ермошина и говорит: есть две новости, хорошая и плохая. Хорошая новость Лукашенко в том, что ты снова президент, а плохая в том, что за тебя не проголосовало ни одного человека. Живе Беларусь, нема чего бояться. Что безобразие робится. Вот и все. Диктатура, як вона є, диктатура, як вона є. Как вкусно. Главное, что ты ничего не вложил. Абсолютно. Ни ты, ничего ты не вложил в то, чтобы изменить свою жизнь. А что тут робить войска? Ну, події ми все бачили. Собралася акція. Акція, безумовно, мирная. При этом была группа людей, которая вела себя немирно, которая била шкло у Доме Урады. При этом была группа відавочна, что помощь были группы супрацовников спецслужб у цивильным, которые глядели, ничего не предпринимали, нават ничего не говорили, нават ничего не призывали этого не робить. Чия это была провокация? Ті это спецслужбы, ті это такие деяния частки демонстрантов, ті это, скажем, призыву от кандидатов бить шкло я не чув. Такого призыву не було. Був призив йти на перемову. Що це сказати складно. Я думаю, що треба збирати більше звісток про те, що відбувалося. Але потерпіло шмат людей, відавочно. Ой! Ну снимай! Я же журналист! Все, не надо! У меня же... Блин, что вы делаете? Иди. Отдайте экран! Отдайте экран! Ничего ты не вложил в то, чтобы изменить свою жизнь. А что тут робить войска? Ну, події ми все бачили. Собралася акція. Акція, безумовно, мирная. При этом была группа людей, которая вела себя немирно. Диктатура, як вона є, диктатура, як вона є. Как вкусно. Главное, что ты ничего не вложил. Абсолютно. Ни ты. Иди быстрее, вон экран лежит, вон, кинули. Иди экран, блядь, ёпту мать, экран. Слушайте, я вас... Снимай. Уже все. Снял? Снимал уже. Молодец. Сдашь мне просто? Ну, скажу, что одно. Хочу сказать анекдот. 20 числа проснулся Лукашенко и приходит к нему Ермошина и говорит: есть две новости, хорошая и плохая. Хорошая новость Лукашенко в том, что ты снова президент, а плохая в том, что за тебя не проголосовало ни одного человека.
Живе Білорусь. Нема чого бояться. Що безобразие робиться. От і все.